Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пирзода. Сегодня утром основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с состоянием жизни населения и ходом работ по созиданию и благоустройству с рабочим визитом прибыл в Сагдийскую область. Лидер нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в международном аэропорту Худжанда с особой теплотой и любовью встретили руководство и трудолюбивые жители Сагдийской области. Утром 26 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с состоянием жизни населения и ходом работ по созиданию и благоустройству с рабочим визитом прибыл в Сагдийскую область. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в международном аэропорту Худжанда с особой теплотой и любовью встретили руководство и трудолюбивые жители Сагдийской области. 26 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в сельский джамуат Ворух. Вначале глава государства в сельском джамуате Ворух из Фары ознакомился с проектами объектов различного назначения, которые будут сданы в эксплуатацию на территории сельского джамуата до празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. 26 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в сельский джамуат Ворух. Вначале глава государства в сельском джамуате Ворух из Фары ознакомился с проектами объектов различного назначения, которые будут сданы в эксплуатацию на территории сельского джамуата до празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Было проинформировано, что объекты запланированы в различных отраслях социальной сферы и обслуживания, сдача в эксплуатацию которых улучшит доступ жителей населенного пункта к различным услугам. Наряду с этим будут созданы благоприятные условия для обучения и воспитания детей. В целом были представлены проекты 8 объектов, разработанные с учетом современных требований архитектуры. В ходе ознакомления было отмечено, что с учетом требований на территории сельского джамуата Ворух и Сфары запланировано строительство детского сада на 80 мест, в Махале Сангтуда образовательного учреждения на 360 посадочных мест. Запланировано строительство дополнительного здания с 10 классами при среднем общеобразовательном учреждении номер 23. Также в рамках праздничных мероприятий будут построены и сданы в эксплуатацию здания джамуата Ворух, дворец культуры на 400 мест, спортивный зал на 300 человек, государственный флаг Республики Таджикистан, а также предусмотрено строительство специального здания управления Министерства внутренних дел Сагдийской области в сельском джамуате Ворух, который будет состоять из 3 этажей. Было отмечено, что при разработке плана мероприятий в честь празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан особое внимание уделяется обучению и воспитанию подрастающего поколения, массовости спорта и пропаганде здорового образа жизни. На этой основе предусмотрено строительство объектов отрасли по всему сельскому джамуату. В ходе ознакомления с проектами глава государства был проинформирован, что в большинстве объектов уже начались строительные работы и в настоящее время продолжаются на высоком качественном уровне. Глава государства в ходе ознакомления с проектами поручил ответственным лицам завершить строительные работы на объектах на высоком качественном уровне и в установленные сроки. Наряду с этим ход строительных работ на территории джамуата взят под строгий контроль с целью повышения уровня и качества различных услуг населению и создания новых рабочих мест. Завершено строительство новых зданий с использованием возможностей. 26 июля 2019 года на линии таджикско-кыргызской государственной границы состоялась встреча президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Кыргызской республики Сооронбая Жээнбекова. Главы двух государств также встретились с населением приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана, ознакомились с существующими проблемами и отметили готовность сторон в принятии мер по устранению всех существующих трудностей на границе. 26 июля 2019 года на линии таджикско-кыргызской государственной границы состоялась встреча президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Кыргызской республики Сооронбая Жээнбекова.
Главы двух государств также встретились с населением приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана, ознакомились с существующими проблемами и отметили готовность сторон в принятии мер по устранению всех существующих трудностей на границе. В ходе беседы Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков обсудили широкий спектр вопросов, касающихся таджикско-кыргызской государственной границы. Особый акцент сделан на необходимости продолжения процесса делимитации госграницы, предотвращения и пересечения пограничных инцидентов, недопущения возникновения провокационных ситуаций на приграничных территориях двух стран, а также проведения государственными органами сторон на постоянной основе разъяснительных работ среди населения относительно мирного сосуществования. В продолжении рабочей поездки в Исфару основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с президентом Кыргызской республики Сооронбаем Жээнбековым посетили выставку достижений жителей, которая была развернута на территории комплекса «Орион». В продолжение рабочей поездки в Исфару основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с президентом Кыргызской республики Сооронбаем Жээнбековым посетили выставку достижений жителей, которая была развернута на территории комплекса «Орион». На выставке были представлены урожай сельскохозяйственных культур, продукция предприятий по переработке фруктов и овощей, прохладительные напитки отечественного производства, хлебобулочные и кондитерские изделия, сладости, а также продукция ремесленников города, в частности, резчиков по дереву, гончаров и других. Главы государств проявили огромный интерес к фруктам, неповторимым по своим вкусовым качествам, и дали высокую оценку трудолюбию жителей Исфары. Было отмечено, что климат селения Исфары весьма благоприятен для возведения садов и получения обильного урожая. В связи с этим внимание жителей все больше направлено на садоводство. Общая площадь садов и виноградников города сегодня составляет более 12 тысяч гектаров. Только в этом году садоводы на предгорьях этого региона возвели 46 гектаров новых садов. Здесь на 6 пирамидах был представлен урожай бахчевых. Было отмечено, что в этом году в Исфаре на площади 26 гектаров произведен посев бахчевых культур. На сегодняшний день хозяйственники с площади бахчевых вывезли на рынки 50 тонн арбузов, урожайность которых составляет 250 центнеров с каждого гектара. На развернутой выставке также приняли участие пчеловоды и представили гостям разнообразные виды натурального меда. По информации ответственных лиц, в Исфаре насчитывается 2155 пчелиных семей. За 6 месяцев текущего года хозяйственники получили урожай душистого меда в объеме более 31 тысячи тонны. Славные мастерицы Исфары продемонстрировали навыки выпечки лепешек и приготовления национальных блюд в танурах и казанах. В уголке хлебобулочных изделий были выставлены почти 20 видов национальных лепешек, в том числе чапути, калама, лепешки с орехами, со шкварками и другие. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку кулинарному мастерству женщин Исфары и напутствовал их на обучение девушек тонкостям этих национальных ремесел. Жители Исфары имеют богатый опыт в сфере переработки и упаковки фруктов, производства консервов. Согласно информации, сегодня в Исфаре 14 предприятий и цехов занимаются переработкой и упаковкой сухофруктов. 3 других предприятия и цеха занимаются производством консервированных фруктов и овощей. Если за этот же период 2018 года предприятиями города были обработаны и упакованы сухофрукты на сумму 4 миллиона 643 тысячи 930 самани, то в нынешнем году этот показатель составил более 10 миллионов 300 тысяч самани. Объем производства консервной продукции в первом полугодии текущего года составил 1 миллион 498 тысяч 340 самани. Переработка и упаковка продукции на указанных предприятиях осуществляется по особому методу.
Маркируется специальными знаками, соблюдаются международные стандарты. Продукция на внутреннем и внешнем рынках страны имеет большое количество покупателей. В прошлом году наряду с обеспечением внутреннего рынка из Исфары в Россию, Германию, Казахстан, Узбекистан и другие страны были экспортированы сухофрукты в объеме 11 375 тонн и консервы в объеме 1 639 100 самани. В целом главы государств дали высокую оценку работе славных жителей Исфары. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал полезные рекомендации и советы ответственным лицам для еще больших достижений во всех сферах. Комплекс «Орион», который построен в центре Исфары и на берегу реки с учетом национальной архитектуры, пришелся по душе гостям. Внешний фасад и внутреннее убранство комплекса полностью украшено в национальном стиле. Здесь были использованы местные декоративные камни. В этом величественном здании имеются залы для проведения различных мероприятий: ресторан, чайхана, кухня, кафе, рабочие и обслуживающие кабинеты и другие. Сегодня в зале комплекса «Орион» Исфары также состоялась встреча основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Кыргызской республики Сооронбая Жээнбекова. 26 июля в зале комплекса «Орион» Исфары также состоялась встреча основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Кыргызской республики Сооронбая Жээнбекова. Были проведены расширенные переговоры с участием руководителей соответствующих министерств и ведомств, местных органов самоуправления Таджикистана и Кыргызстана. Стороны выразили заинтересованность в расширении и развитии многопланового сотрудничества на основе дружбы и добрососедства. В связи с этим стороны пришли к соглашению продолжить переговоры на уровне правительственных комиссий Республики Таджикистан и Кыргызской республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы с целью завершения процесса делимитации и проведения консультаций и переговоров по правовым вопросам. Состоявшаяся встреча имеет историческое значение и приближает две страны к осуществлению процесса делимитации и демаркации государственной границы Таджикистана и Кыргызстана. Завершение работ по правовому оформлению государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном окажет положительное влияние на весь комплекс взаимоотношений двух стран. 26 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, после завершения своей рабочей поездки в Сагдийскую область и посещения Исфары с целью совершения рабочего визита отбыл в Кыргызскую республику. В этой поездке президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона сопровождает заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!